Гварами Олег Алексеевич, доктор физико-математических наук, профессор, академик, автор более 100 научных работ в области современной алгебры, опубликованных в ведущих изданиях Европы и Америки. Результаты исследований докладывались на 60 всесоюзных и международных научных конференциях, читал лекции в 17 университетах СНГ и европейских стран, ряд лет работал в вузах Германии. С 2009 года является членом клуба ректоров Европы. В 2011 году на ежегодном Оксфордском саммите лидеров Международный Сократовский комитет присвоил титул «Имя в науке». Международная премия в области научных исследований присуждена Олегу Гварами с внесением его имени в реестр выдающихся ученых 21 века и награждением его орденом славы за вклад в мировую науку. Олег Алексеевич, что вы думаете о роли науки в нашем государстве? До войны наши научные учреждения все были подвязаны к очень большим различным советским структурам. После войны их положение стало катастрофическим. Было время, когда сразу после войны, я приглашал на работу из этих научных учреждений людей, чтобы они хоть какую-то зарплату получали, потому что в научных учреждениях денег не было вообще. Постепенно ситуация менялась, я не могу сказать, что она кардинально изменилась, но наступил момент, когда мы во всех научных учреждениях создали базовые кафедры. Без науки, без того, чтобы преподаватель, который входит в аудиторию, сегодня, вчера, позавчера не сидел над тем, чтобы то, что мы называем наукой, эффекта не будет. А с этим связано вообще будущее Абхазии. Законы, когда принимают, любому закону должна предшествовать концепция. Любая концепция сначала должна пройти научную экспертизу. Развитие науки – это задача очень важная, и нам всем надо приложить. Вы согласитесь со мной, если я скажу, что наука должна быть одной из основ развития нашего государства? Конечно, потому что наше государство правовое, значит, законы должны быть. А в какой основной инъекции нуждается наша отечественная наука? Вы знаете, я не согласен с теми, которые считают, что только в абхазоведении. Неправильно это. Мировой опыт показывает, что мы можем в своей скорлупе там и, так сказать, остаться. Ни в коем случае. Надо выходить даже в том же абхазоведении на очень более высокие вещи с применением современных методов, той же математики, если хотите, и так далее. Вот немножечко эта застылость в этом вопросе, она естественна. После войны не так уж много времени прошло, но теперь уже надо думать о будущем, поэтому надо и более серьезно заниматься гуманитарными науками, привнося в них современные методы. Спасибо большое. Говорят, что все точно и коротко. Вас ждут студенты. Я думаю, они уже заждались. Ваши ожидания от лекции, которую они будут слушать сегодня? Есть понятие нечеткого множества. Дано множество, скажем, студентов, которые поняли, что я расскажу, но в этом слове «поняли» тоже есть разная степень понимания. Поэтому число студентов, которые в разной степени понимают, поймут то, что было сказано на лекции, это называется нечетким множеством. И это не какое-то открытие, а есть понятие нечетких алгебр, нечетких функций и так далее, и так далее. Я думаю, что если в аудитории 10-я часть поймет почти все, это очень хорошо. Тогда давайте, время пошло. Да, пойдем. Здравствуйте, друзья! Мы находимся в одной из студенческих аудиторий Абхазского государственного университета.
на первых съемках первых телевизионных лекций на абхазском телевидении. Вашему вниманию сегодня предлагается лекция на тему «Алгебра. Истоки и современность». Слово предоставляется академику Гварами Олегу Алексеевичу. Здравствуйте. Ну, я, во-первых, хочу поздравить абхазское телевидение с очень хорошим проектом, но который не нов, скажем, на российском телевидении, а вот для Абхазии в плане вот таких научно-познавательных программ вот такая передача сегодня будет проводиться впервые. Известно, что без науки, без образования никакое государство не может развиваться, и это очень на сегодняшний день актуальный вопрос. Мы делаем все возможное, я бы даже сказал невозможное, для того, чтобы поднять уровень качества образования в нашем университете. Но, как и в любой другой отрасли, не обойтись без математики. Еще давно сказано, что наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой. Ее называют царицей наук. А ведь переводится с греческого слова «математика» как «наука». Не нужны никакие другие эпитеты вокруг этого понятия. Происходит, особенно в последнее время, процесс математизации всех наук. И в то же время алгебраизация математики. Вот в 2009 году в Нальчике проходил первый российско-абхазский математический симпозиум, где участниками были в основном представители анализа, математического анализа. Вот там я делал доклад алгебраический, но начал с того, что объединяет анализ и алгебру. Вот то, что вам хорошо известно, дифференцирование и интегрирование, это на языке алгебры, это гомоморфизмы. Функциональный анализ – это вообще теория бесконечномерных векторных пространств. И так далее, и так далее. Очень много вещей, которые объединяют анализ и алгебру. Точно так же все другие направления в математике. Когда же по-настоящему появилась математика? Все вы, по крайней мере, хорошо знаете о том, что все началось с начал Евклида, 3 век до нашей эры, который написал «Начало», книга «Начало». И она была посвящена геометрии, то есть землемерию. А истоки арифметики, арифметика по-гречески происходит от слова «число». Она появилась в трудах древнегреческого философа и математика Диофанта. Вот когда люди разговаривают, говорят: «О, это очень сложная задача. Это одно уравнение со многими неизвестными». Так это все идет от Диофанта. Он еще когда, значит, решал уравнения первой степени, которые называются диофантовыми уравнениями, или систему линейных уравнений, где количество уравнений меньше количества неизвестных. Дальше цивилизация человеческая проходит 3 этапа. Первый этап от древности до 17 века – это век аграрный, когда во главу угла ставилась материальная картина мира. И соответствующей математикой, которая обслуживала все процессы, происходившие в то время, это была
арифметика, начало алгебры. Анализ возник из арифметики. И вот с 17 века превалировал индустриальный период, и соответствующей математикой была высшая математика. Вы знаете, анализ, аналитическая геометрия, дифференциальная геометрия и так далее, и так далее. Все, что включается в понятие высшей математики. И там ключевым словом уже стала функция. И самой продвинутой и самой злободневной теорией была физика. И вот наступил 20 век. 20 век – это век информационный. Начиная с 20 века главными математическими науками становятся алгебра и дискретная математика. Но алгебра не в том плане, как ее знали до 17 века. Сейчас я об этом скажу. Значит, алгебра и дискретная математика, и информатика, широкое использование электронно-вычислительной техники. В древности до почти 19 века мало что знали, что происходит в области математики в разных странах. Очень серьезные результаты были получены индусами, греками. Вообще математика началась по-настоящему в Греции, переместилась на восток, а потом Восток растерял все свои ресурсы, и все переместилось в Европу, а позже в Америку. В IX веке в Хорезме Мухаммед бен Муса, коротко Аль-Хорезми, написал книгу «Китаб Аль-Джебр Аль-Мукаббала». Вот слово «алгебра» происходит от Аль-Джебр. Это книга о восстановлении и противопоставлении. И второе слово, кроме алгебра, слово «алгоритм» или «алгоритм». Это слово происходит от имени Аль-Хорезми. Уже тогда умели решать уравнения первой и второй степени, алгебраические уравнения. Но записи были совершенно другие, словесные, громоздкие, описательные. Только в середине XVII века французский математик Виет ввел ту символику, которой вы и сегодня пользуетесь в элементарной алгебре. Буквенные коэффициенты в уравнениях, неизвестные и так далее, и так далее. Только в середине XVII века. Так вот, Аль-Хорезми умел решать уже уравнения первой и второй степени. В XI веке Омар Хайям, известный персидский и таджикский поэт, и мало кто знает математик, он предпринимал попытки решать алгебраические уравнения третьей степени. Но смог решать только частные случаи таких уравнений. И представьте себе, вот Европа где-то с XIII века стала сотрудничать с Востоком, и только тогда узнала, что там делалось на Востоке. Проходит несколько веков, прежде чем смогли люди решать уравнения третьей, четвертой степени. Это все произошло в Италии в XVI веке, в Болонском университете
Я в прошлом году там провел алгебраический семинар у профессора, очень знаменитого итальянского профессора Бонетти. Квадратное уравнение. ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю. Вы прекрасно знаете, как решается это уравнение. Корни выражаются через коэффициенты. Х первое знаете, как найти, х второе. Вот в этом случае говорят, что уравнение разрешимо в радикалах. Вот поиски решения алгебраического уравнения третьей и четвертой степени в радикалах с 9 по 16 век продлилось. И только в 16 веке итальянские математики, которые работали в самом старом университете Европы, Болонском университете, Джероломо Кардано и Тарталья решили уравнение третьей степени. А Феррали решил в радикалах уравнение четвертой степени. Вот этот, кстати, Кардано, это тот самый математик и инженер, который, значит, создал прообраз карданного вала, существующего в автомобилях. Далее, естественно, встает вопрос о решении уравнений пятой степени. В 22 года великий Гаусс, которого называют королем математики, немецкий математик, он доказал основную теорему алгебры, что всякое алгебраическое уравнение n-ной степени имеет n корней. Эти корни могут быть действительные или мнимые. И, естественно, встает вопрос, как решить в радикалах такие уравнения. Всего в своей жизни Нильс Хенрик Абель, норвежский математик, прожил 27 лет. И он доказал, что единой формулы для решения в радикалах алгебраического уравнения высшей четвертой степени не существует. Попытки напрасны. Но корней должно быть n штук, и их надо находить. А когда уравнение разрешимо в радикалах? Вопрос, который решил погибший на дуэли в 21 год великий французский математик Эварист Галуа. Он погиб на дуэли и в ночь перед дуэлью написал свои основные труды, в которых дал критерий того, когда уравнение выше четвертой степени разрешимо в радикалах. Сделал он это при помощи понятия группы. Что такое группа целых чисел? Вот множество всех целых чисел, на котором определена операция, алгебраическая операция, плюс, удовлетворяет таким тождеством. Вот это называется, то говорят, сочетательность, а сейчас ассоциативность. Вот закон ассоциативности. Второе – двусторонняя обратимость. То есть в равенстве x плюс y равно z любые два элемента однозначно определяют третий. И вот третье свойство, которое говорят в обиходе, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но это только относительно числовых множеств. А сколько угодно примеров операций, где это не так. Вот. Так вот, третье свойство – это коммутативность. И вот множество всех целых чисел относительно сложения образует Абелеву группу по имени Нильса Генрика Абеля. Абелевость характеризуется тем, что вот добавляется вот этот закон коммутативности. Начинается совершенно новая эпоха в алгебре.
Если под алгеброй до Галуа понимали искусство решать уравнения, то, начиная с Галуа, под алгеброй понимается множество, на котором определена некоторая система алгебраических операций. Вот что такое алгебра в современном понимании. Вот наряду с понятием группы, которое ввел Галуа, есть понятие полугруппы. Вот множество всех целых чисел относительно умножения образует полугруппу. Почему? Потому что для этой операции умножения выполняется закон ассоциативности. Вместо плюса поставьте точки, и множество целых чисел этому закону удовлетворяет. Вот это и есть полугруппа. И отдельно множество целых чисел, всех целых чисел, относительно вычитания уже не удовлетворяет этому закону, но удовлетворяет второму закону. И вот множество целых чисел относительно вычитания, вот если здесь минус поставить, образует понятие, которое называется квазигруппой. Квази – это значит якобы, почти. И вот история здесь такова. Полугруппы возникли в 30-40-х годах XX века. Есть ряд монографий, в том числе и монография Антона Казимировича Сушкевича 20-х и 30-х годов «Теория обобщенных групп». Там это понятие. А вот квазигруппа, здесь история несколько другая. Знаете, вот в математике бывает так. Появляется какое-то понятие. Затем практика заставляет работать с несколько измененным понятием, не первоначальным. Потом это первоначальное забывается. Но вдруг возникают задачи, которые удобнее и легче решать в терминах исходного понятия. Вот так произошло и с квазигруппами. Немецкий математик Эрнст Шрёдер в 1873 году фактически ввел понятие квазигруппы. Но вот до 1936 года никто этим понятием вообще не пользовался. И вот в 1935 году немецкая алгебраистка Руф Муфанг нашла тесную связь между тем, что ввел Шрёдер, и проективными недезарговыми плоскостями, то есть геометрией. Вот эти недезарговые проективные плоскости в рамках этой теории определяется понятие трисети или ткани, как говорят геометры. Так вот, происходит квазигруппы от геометрических задач. И термин квазигруппа ввела вот Руф Муфанг. Сегодня это очень развернутая теория, которая имеет многочисленные приложения и в теории функциональных уравнений, и в комбинаторике, значит, в геометрии и так далее, и так далее. Здесь вот в Советском Союзе главой квазигрупповой школы был Валентин Данилович Белоусов из Кишинева. Говоря о теории квазигрупп, я должен отметить, что вначале я вот, еще будучи студентом, занимался теорией групп. Потом вот благодаря одной лекции Валентина Даниловича в МГУ я переключился на квазигруппы. А теория групп, вот в последнее время опять я вернулся к теории групп. Но теория групп колоссальную роль сыграла во всей науке. Это понятие группы, оно применимо всюду, где речь идет о симметрии. Это важнейшее понятие реального мира – симметрия. Я помню, что в студенческие годы написал курсовую работу под руководством известного философа Владимира Спиридоновича Готта. Называлась так «Роль теории групп в изучении категории симметрии». Возьмите кристаллографические группы, те группы, которые
позволяют классифицировать кристаллы вот по группам симметрии. Или была знаменитая ирландская программа Феликса Кляйна о классификации геометрии по своим группам преобразования. Вот. Ну, физика, биология, я не знаю, где есть вообще понятие симметрии, всюду присутствует аппарат, который значит, основан на понятии группы. А что с теорией групп вот в России, в Советском Союзе? Мало кто из вас знает, что Отто Юльевич Шмидт, известный полярник, геофизик, был академиком не только Академии наук СССР по отделению геофизики, но это был выдающийся алгебраист. И по отделению математики он тоже был академиком. В 1916 году он написал на русском языке первую работу по абстрактной теории групп. Второе издание этой книги он писал, переработанное, с добавлениями, он писал на ледоколе «Челюскин», когда они застряли, и потом туда посылали людей для того, чтобы их оттуда вызволить. Но теоретико-групповая школа Советского Союза очень и очень богатая. Такие центры, и не только по теории групп, были в России, ну, естественно, это Москва, тогда Ленинград, Свердловск, сегодня Екатеринбург, Саратов, значит, и так далее, и так далее. А вот алгебраический центр в Молдавии, в Белоруссии, на Украине. На Украине вообще была знаменитейшая школа, которая воспитала очень-очень многих выдающихся ученых-алгебраистов. Вот, знаете, шло развитие математики, представители одной области математики не понимали язык тех, которые в другой области работают и так далее. И вот в 1939 году группа французских математиков под псевдонимом Никола Бурбаки решили написать заново всю математику с единых позиций, с позиции аксиоматического метода. Вот. С тех пор вышло очень много томов под псевдонимом Никола Бурбаки, в которых алгебра, геометрия и так далее, различные уже с единых позиций. По теории квазигрупп в 1968 году я был председателем оргкомитета первого всесоюзного симпозиума по теории квазигрупп, который проходил у нас в Сухуми. Да, сюда приехали выдающиеся ученые, которые занимались, кстати говоря, не только квазигруппами, но и различными другими обобщениями понятия группы. Очень многое зависит от того, как выбран язык исследования. Знаете, я могу это сравнить вот с тем, когда говорят, свой родной язык надо изучать, потому что человек от рождения генетически так устроен, что он обязан мыслить и будет мыслить на своем родном языке. Поэтому надо изучать свой язык. Не стесняться его, как некоторые, наоборот. Это очень важно, что это, значит, достояние не националистическое, а национальное. Вот. Обязательно. Вот так же в математике. Язык исследования очень важен. Иногда бывает, знаете, получен очень сильный результат, но при помощи, я не знаю, самых труднейших, громоздких, многостраничных исследований, значит, а другой человек тот же результат на другом языке получает очень просто. Выбор языка – это очень важнейшая, значит, составляющая для исследований в той или иной области. Вот
Смотрите, в теории групп есть понятие изоморфизма. Вот группа – это изоморфна этой группы, если есть взаимно однозначное соответствие, которое сохраняет операции. То есть вот выполняется вот этот закон для любых G1 и G1' вот отсюда. Это ключевое понятие в теории групп, потому что изоморфные группы мы не различаем. Это одна и та же группа. А в теории квазигрупп это понятие обобщается понятием изотопии. Вот три взаимно однозначных отображения множества Q1 на множество Q2, удовлетворяющие вот этому условию, называется изотопией первой квазигруппы на вторую квазигруппу. И изотопия – это уже не одно отображение φ, а три отображения. Три отображения. Вот язык. В группах понятие изотопии совпадает с изоморфизмом. А вот если не группа, то ключевое понятие – это изотопия. В группах все изучается с точностью до изоморфизма, а в квазигруппах с точностью до изотопии. Вот на этом пути стояло очень много проблем вот в теории квазигрупп. Например, такая. Какие формулы инвариантны при изотопии? То есть, если эти формулы выполняются в одной квазигруппе, будут ли они выполняться в квазигруппе изотопной первой? Вот говорят, устойчивая формула. Но надо, значит, дать характеристику устойчивым формулам. Второе. Говорят, универсальный класс квазигрупп. Это вот какой класс. Это беру любую квазигруппу из этого класса. Если любая изотопная квазигруппа тоже принадлежит этому классу, то говорим универсальный класс квазигрупп. Вот я сейчас легко об этом говорю, а в своей диссертации огромное количество страниц было потрачено на то, чтобы дать характеристику универсальных классов квазигрупп и устойчивых формул в квазигруппах. Понятно, что алгебра не стояла на месте, и все результаты, которые были получены, значит, до определенного момента, подверглись анализу, и математики и алгебраисты пришли к выводу, что наряду с односортными алгебрами, то есть множеством, одно множество и система операций, надо изучать многосортные алгебры. Векторное пространство – это двусортная алгебра. Там множество векторов и множество скаляров. И две операции – сложение векторов и умножение вектора на скаляр. То есть пример вот такой двусортной алгебры уже давно существовал в алгебре. Математики пришли к тому, что надо изучать. В разных книгах написано по-разному. Многосортные, многоосновные, гетерогенные, полидоменные алгебры. Это все одно и то же понятие. Значит, это система множеств, на котором определены операции. Вот что такое многосортная алгебра. Когда Галуа ввел понятие группы, другие, в том числе Отто Юлич Шмидт, понятие абстрактной группы, возник вопрос представлений групп, то есть реализации групп. Ведь множество, на котором определяется, значит, группа, может быть произвольной природы. Да? А вот каким образом можно свести изучение любой группы к группам, где аппарат вычислений уже имеется? Так вот, в XIX веке два математика, один немец, другой англичанин, Келли и Фробениус, доказали, всякую группу можно реализовать как группу подстановок какого-то множества или как матричную группу. Подстановки – это взаимно однозначное отображение множества на себя. Так теория подстановок
уже вычисление спокойно можно производить. Теория матриц, тоже вычисление спокойно можно производить. Ну и понятно, что на этом пути встал вопрос о представлении квазигрупп. Ну вот в 1984 году я обобщил теорему Келли и вот по линейным представлениям на квазигруппы. Но вот оказалось, что вот этот классический подход представлений, он имеет свои границы. Только для класса квазигрупп изотопных группам. Только для этого класса квазигрупп. Следующая многосортная алгебра – это автоматы. Это множество, 3 штуки, трехсортная алгебра. Вот это называется операцией перехода. Вот это множество состояний, множество входных сигналов, множество выходных сигналов. Значит, переход, посмотрите, если автомат находится в состоянии А, на вход подан сигнал Б, то автомат переходит в другое состояние. И вторая операция называется функцией выходов. И если на вход автомата подали сигнал какой-то А маленькое, находится в состоянии А маленькое, подали на вход Б, то на выходе получаем какой-то другой, значит, сигнал. Вот человек, он тоже автомат. Он имеет внутреннее состояние, получает вот входные сигналы, зрение, значит, слух там и так далее, температура. Он может под воздействием входных сигналов перейти в другое состояние или под воздействием этих входных сигналов на выходе дать, вот скажем, меня кто-то вот так вот ударил, я хоп, что-то сказал, вот это выход, правильно? Человек тоже автомат, ЭВМ любой тоже автомат. И вот в 1955 году американский математик Милли ввел понятие полугруппового автомата. Вот если вот здесь стоит полугруппа, еще там 2 дополнительных условия, и он пришел к понятию полугруппового автомата. В 1956 году тоже американский математик Мур рассмотрел частные случаи автомата Милли. Вот когда функция выходов и функция переходов связаны вот таким равенством, где f – это какое-то отображение из множества состояний в множество выходных сигналов. Так вот, оказалось, что когда вот здесь стоит группа, тогда в любом случае вот групповой автомат, он является автоматом Мура. То есть вот найдется вот такое f, что выполняется это равенство. Ну вот я ввел понятие квазигруппового автомата. Значит, ну, все подробности говорить не буду. Вот когда B является множеством, составляет квазигруппу. Множество входных сигналов составляет квазигруппу. Ну а для чего? Это не просто спортивный интерес. Вот смотрите, на практике часто бывает, что множество входных сигналов разбивается на сигналы разных сортов. Вот в информационных системах, с которыми вы имеете дело почти всегда, есть сорт такой – накопление информации, второй – чистка информации, третий – изменение данных. Вот 3 разных сорта. И если эти входные составные сигналы внести в полугрупповой автомат или в групповой, эти сигналы перемешаются, и никакой разносортности не будет. Это все смывается, и нужны дополнительные условия, чтобы на выходе, значит, чистить вот эти этого сорта, эти дополнительные, очень серьезная работа нужна. А вот квазигрупповой автомат сохраняет разносортность. Вот было 3 сорта входных сигналов, перемешали их, понимаете, все равно разносортность осталась. Да. Это одно. И второе,
Вот переход к квазигрупповым автоматам может дать очень существенный выигрыш в запасе памяти автомата, а значит и в запасе памяти ЭВМ. Здесь слово за инженерами. Вот когда-то тоже автомат Милля, автомат Мура сначала теоретически были найдены, а потом уже в металл. Еще раз, алгебра – это множество или система множеств, на котором мы определяем. Но элементами этого множества могут быть, например, высказывания. Да. Алгебра – это множество, на котором… Так вот, Джордж Буль, отец писательницы Войнич, которая написала «Овод», он впервые ввел понятие алгебры высказываний, элементами которой являются высказывания, то есть повествовательные предложения, о которых однозначно можно сказать, без эмоций. Вот почему математиков называют сухарями. Без всяких эмоций и так далее, то есть истинно или ложно. На этом множестве высказываний определяются логические операции, которые реализуют различные союзы и частицу «не». Это алгебра высказываний. Это самый первый и простой раздел математической логики, который после Аристотеля, который написал труд, вы знаете, «Аналитика», и заложил основы классической логики. Так вот, Джордж Буль построил алгебру высказываний. За ним алгебра не только высказываний, а, скажем, контактных схем. За ним алгебра подмножеств данного множества. Затем понятие булевой функции, являющейся одним из основных понятий дискретной математики и так далее. Исследование логики средствами математики и одновременно обратная задача – анализ логических средств самой математики. Вот это и есть предмет математической логики. Вот есть пограничная задача между математикой и логикой. Это формализация математических теорий. И еще возникли так называемые алгоритмические проблемы. Вот сама логика позволила понятие алгоритма как способа достижения через конечное число шагов, решения. Это не математическое понятие. Логика математическая позволила уточнить, что такое алгоритм. Вот на языке вычислимых функций, на языке машин Тьюринга, на языке нормальных алгоритмов Андрея Андреевича Маркова, который мне читал математическую логику. Второе. Алгоритмические проблемы. Вот теория называется алгоритмически разрешимой, но если есть алгоритм, позволяющий решать конкретные задачи в этой теории. Таких задач было очень много. И у нас великие, скажем, Петр Сергеевич Новиков, он решил ряд алгоритмических проблем в теории группы, получил Ленинскую премию. Так мы вот с московским математиком Михаилом Михайловичем Глуховым вот аналогичные задачи решили в теории квазигрупп. Это было давно, но очень интересно. Логика привела к новым задачам, в частности, в лингвистике. Вот мало кто из вас знает, кто такая была Тамара Платоновна Шакрыл. Это как раз тот ученый, один из, всего единственный из наших языковедов, которая занималась, значит, изучением абхазского языка при помощи
методов классической логики Аристотеля. В данное время существует математическая лингвистика, отдельная теория. Это аппарат для описания строения естественных и некоторых искусственных языков. Искусственные языки – это языки для международного общения. Есть язык эсперанто, есть интерлингва, есть языки программирования, языки информационных систем. Это все искусственные языки. На грани алгебры и логики лет 50 назад возникла новая наука, которая называется алгебраические системы. Алгебра – это множество, на котором определена система операций. Модель – это множество, на котором определена некоторая система отношений. Вот на множестве целых чисел отношение может быть, например, x меньше y. Говорят, бинарное отношение. Так вот, модель – это множество, на котором определена система отношений. Так вот, вместе алгебра и модель называется алгебраической системой. Одним из создателей этой науки был великий русский математик Анатолий Иванович Мальцев, который сначала работал в Иваново, потом в Москве, а потом в Академгородке в Новосибирске. Анатолий Иванович Мальцев оставил после себя огромное наследство математическое. Он создал там великую школу в Новосибирске. Ну, можно сказать, он один из создателей вообще советской алгебро-логической школы. И сегодня там работают выдающиеся ученые. Один из них – это Юрий Леонидович Ершов. Некоторые математики, наверное, его знают. Он у нас был в университете, и он почетный профессор нашего университета. Это один из самых выдающихся ученых. Еще плюс я хочу сказать к этому вот что. В 1966 году в Батуми проходил всесоюзный симпозиум алгебраистов. На нем Анатолий Иванович Мальцев мне сказал, что он, как депутат Верховного Совета СССР, уже поставил задачу создания в Абхазии на Черной речке Института математики. К великому сожалению, Анатолий Иванович умер в 1967 году. И эта идея пропала. В 1982 году мы в Сухуми провели всесоюзный семинар по алгебраическим системам. Ну, фактически он был посвящен памяти Анатолия Ивановича Мальцева. Мне просто повезло очень в жизни. У меня был учитель Александр Геннадьевич Кураш. Это заведующий кафедрой высшей алгебры Московского университета, где я проходил специализацию. Его ученик Валентин Данилович Белоусов из Кишинева, я его уже упоминал. Но больше всего мне повезло в жизни, что я встретился с ныне живущим патриархом советской алгебры и вообще всей математики, как теоретической, так и прикладной, значит, Борисом Исааковичем Плоткиным, который живет сейчас в Тель-Авиве. Он родом из Свердловска, жил в Риге, где я писал докторскую диссертацию, сейчас в Тель-Авиве, и мы имеем с ним ряд общих публикаций в очень знаменитых журналах. Но, знаете, я могу вот гордиться, очень даже гордиться тем, что вот эта книга, она вышла в издательстве «Мировая наука». Этот Борис Исаакович, значит, Леня Гринглас и я авторы. А вот еще книга – это учебник, который вышел в издательстве «Высшая школа» в Москве. Вот эта книга, которую я обязательно должен переиздать, она была накануне войны издана в Тбилисском университете. Остались единицы экземпляров, потому что во время войны гвардейцы топили печки,
пользовались для этого вот этим. А вот это вот я издал, это была моя докторская диссертация, которую я написал в Германии. Собирался защищать, но меня, так сказать, вернули сюда, в Абхазию. А сейчас к 30-летию нашего университета я вот взял и издал вот эту книгу. Надо подготовить аппарат для того, чтобы вот получать вот соответствующие результаты. Вот скажу только о следующем. Значит, класс алгебр, который определяется тождествами, называется многообразием. Вот, ну, тождество, вы знаете, равенство справедливое при любых значениях свободных перемен. Характеристика таких многообразий в 1952 году была дана американским математиком Биргофом. В 1963 году эту теорему обобщил на многосортные алгебры также американский математик Хиггинс. Была теорема Анатолия Ивановича Мальцева, которая давала характеристику так называемых квазимногообразий алгебр. То есть алгебры, которые задаются формулами вот такого вида. Это все вот тождество, из этих тождеств вытекает это тождество. Вот это говорят условное тождество или квазитождество. Или псевдотождество. Вот видите, здесь это, или это, вот какой-то из них выполняется, тогда говорим псевдотождество и псевдомногообразие. Инвариантную характеристику для квазимногообразия и псевдомногообразия дал в свое время Анатолий Иванович Мальцев. В 1985 году вот эту теорему Мальцева я перенес на многосортные алгебры. Наверное, на этом остановлюсь. Желаю вам успехов. Но я хотела задать вопрос еще в процессе лекции, вот немножко перебить, но неудобно было, честно говоря. Я думаю, что было очень интересно даже мне, не математику. Вот вы говорили о том, что вы написали курсовую работу в свое время, которой руководил доктор философии. И мне в этой связи хотелось бы в двух словах услышать математика и философия, вот в этом аспекте, вот их связь, высказаться коротко. Математика и философия. Потому что математики очень часто повторяют Декарта, который говорил, что знаете, я мыслю, значит, я существую. Я скажу. Давайте. Ломоносов сказал то, что я сегодня говорил. Наука, философия наука, только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой. И вот есть целое направление. Вот смотрите, симметрия – это философская категория. Есть понятие симметрии, теория групп, есть понятие асимметрии, частности, которую, может быть, при изучении этой категории полезна теория квазигрупп. Этим должны заниматься философы. И есть возможности это делать в содружестве с математиками. Эти науки взаимодополняют друг друга. Но математика служит и служила всегда аппаратом, мощным аппаратом для изучения любых явлений реального мира, для изучения конкретных ситуаций, какие бы они ни были, в частности, философских. Спасибо большое. Но теперь я хочу обратиться к аудитории студенческой, которая очень внимательно слушала вас. Да. И я надеюсь, что у них будут вопросы и не будут стесняться, хотя как бы это наша первая такая вот встреча в этом проекте. Я просто хочу повторить слова одного очень умного человека, который сказал: задавайте, будьте наивными, задавайте вопросы. Не бывает глупых вопросов, глуп только тот вопрос, который не был задан. Поэтому, дорогие студенты, вам слово. Кто уже готов, я передаю микрофон. Ну, во-первых, спасибо за очень интересную лекцию. Мы знаем, что вы очень часто выступаете на международных конференциях. И какой был самый запомнившийся вам момент? Ну, понятно. Ну, таких было два. Я был на 4-м курсе, когда делал первый свой в жизни доклад. Еще даже на семинаре кафедры алгебры не делал, а вот результаты, полученные, Александр Геннадьевич Кураш сказал, что вот это можно доложить на всесоюзной конференции в Минске. Представьте себе,
сидит академик Мальцев, о котором я говорил. Вот профессор, значит, Плоткин, слава богу, жив еще и так далее. Вы знаете, я выходил, вот, меня вот впервые в жизни дрожали вот так вот, прямо буквально, и Анатолий Иванович говорит: мальчик, не волнуйся, если хочешь, посиди, я потом. Я говорю: нет, Анатолий Иванович, я буду такая. Да, это первый. И второй, я был аспирантом второго курса, и в Москве проходил Всемирный конгресс математиков. Это не симпозиум, не конференция, а конгресс. Лучшие мировые математики там присутствовали. И я на секции квазигрупп делал доклад. Валентин Данилович сидит, вот Белоусов. Но самое главное, сидит американский математик Рихард Брак из Висконсина. Это глава всей алгебраической теории, и особенно по квазигруппам, в Америке. Знаете, и я вот помню, значит, пишу, а потом на него только смотрю. Потом опять пишу, на него смотрю. И говорю: господин Брак, что-то не так? Он говорит: нет, все так, не волнуйся. Вот дважды, тут уже я не дрожал, но вот перед этим великим человеком, прямо могу сказать, у него учеников, имена, которые звучат по всему миру. Вот это Рихард Брак. Он написал книгу «Обзор бинарных систем». Это классическая книга, которая актуальна и сегодня своими идеями и содержанием. Вот это было два таких вот случая, да, в моей жизни. Да. А что послужило поводом к тому, что вы стали увлекаться математическими исследованиями и стали одним из лучших математиков нашего времени? Я вообще в детстве мечтал стать летчиком. Учился в Корчальской школе. Значит, у меня была великая преподавательница математики. Я прямо могу сказать, вот сегодня, оценивая то, как преподавала этот человек, каким образом она доносила до нас и так далее. Это вот такого росточка, очень маленькая, Ида Петровна Каратаева. Это вторая Корчальская школа. Вот она, когда вот объясняла, значит, дома я вот приходил, за 2 минуты делал задание, которое давал. И я потом у нее просил, я говорю: Ида Петровна, дайте мне что-нибудь другое. Она мне давала. И был еще один учитель, Алексей Осипович Ильинов, тоже учитель математики. И я к нему тоже ходил. Но все равно я очень хотел стать летчиком. Я смотрел, вот там Кожедуб, тот, значит, Полевой. Ну. И послал заявление в Качинское летное училище. Это недалеко от нас. Оттуда ответ пришел, что меня берут. А отец спрятал. И фактически заставил меня идти в область математики. Но я ему вечно благодарен. У меня 2 вопроса. Первый такой. С чем была связана ваша поездка в Оксфорд? Хотелось бы узнать. Во-первых, я был в Лондоне, знаете, когда? В 1988 году, когда были дни Грузии в Великобритании. И впервые я там встретил абхазов. Наши вот Георгий Алексеевич и Зураб Ионорович, они в Турции были и видели абхазов. А я был в Лондоне как соруководитель делегации Грузии. И там я встретил абхазов, многие из которых и по сей день. В 1988-м, да. Это раз. Потом оттуда, через некоторое время, значит, меня пригласили в Кардифф. Там есть хорошая алгебраическая школа. Я там читал спецкурс в Кардиффском в Уэльсе. Потом, в 2009 году, меня пригласили в Оксфорд.
И там приняли, значит, в клуб ректоров Европы. Да, такой клуб есть, вот сертификат этого клуба. Да. В 2011 году в Оксфордском университете проходила церемония награждения. Есть такой международный Сократовский комитет, который производит мониторинг ученых разных стран, и вот, когда считает нужным, награждает там, имя в науке, там, знак или орден, он называется «За вклад в мировую науку». А третье, вот, тот, который это получает, его имя вносится во Всемирный реестр, извините, пожалуйста, выдающихся ученых 21 века. Но не мне об этом говорить. И это делается не по заявлению. Да, у меня просто после Оксфорда было несчастье в семье, и поэтому вот это как-то немножечко прошло все бесследно, но я никаких, так сказать, претензий на эту тему не имею. Да. Спасибо. И второй вопрос. Вот во время лекции вы сказали, что была идея открыть институт на Черной речке. Эта идея развивается или остается на месте? Институт математики. Институт математики. Институт математики. Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Вы знаете, Анатолий Иванович как рассуждал? Вот в Новосибирске он, Лаврентьев, не знаю, другие ключевые фигуры, которые создали, я докторскую диссертацию защищал, кстати, в Академгородке в Новосибирске, в Институте математики. Это центр, выдающийся центр в мире, значит, с которым считается. Так вот, Анатолий Иванович Мальцев рассуждал так. В центре Сибири есть такой алгебраический центр. Здесь, на Кавказе, должен быть один мощный институт, который будет охватывать вот всю вот эту зону, включая еще Турцию и дальше. Вот как он рассуждал, глобально мысливший человек. Вот. И поддержка в этом плане была у руководителей советского государства. Но когда он умер, кому-то браться за это и так далее, там сменялись генсеки, сменялось все и так далее. И, в общем, эта идея так и была, так и ушла. Но что успел Анатолий Иванович? Помимо того, что он автор огромного количества книг, блестящих книг, он учредил журнал, который называется «Алгебра и логика». Вот в этом журнале, знаете, когда кто-то хочет защитить, скажем, докторскую диссертацию, в Советском Союзе так было, чтобы у него была публикация в алгебре и логике, и чтобы он выступил на семинаре кафедры высшей алгебры в МГУ. Вот я полгода сидел, не просто сидел, а был в Новосибирске, и оттуда ездил на различные семинары полгода, прежде чем мне сказали: все, Олег Алексеевич, можешь защищаться. Ну и вот в этом журнале «Алгебра и логика», в последнем номере, значит, Борис Исаакович Плоткин, я уже говорил, патриарх алгебры, и его ученица, талантливейшая девочка Лена Аладова, и я вот опубликовали, знаете, по математическим масштабам, это огромная статья. Журнал сам большой, 40 страниц. Журнал, там опубликована статья, которая называется «Логика представлений групп». Вот если меня спросите, ученый, который остановился в своем развитии, должен уходить. Откуда угодно. Это смерть. Держите свою марку. Растите. Не все получается, да. Но есть потенциал, есть желание, я думаю, все будет получаться. Хотелось бы узнать, над чем вы сейчас работаете. Да. Тема «Логика представлений групп».
Я говорил о представлении, это реализация. Вот, она в рамках алгебраической логики включает в себя такие разделы, как алгебраическая геометрия, логика и теория моделей. Вот. Здесь еще не початый край работы. Вот эта статья 40-страничная, она, первая ласточка, правда, довольно солидная и большая, но в которой обозначены проблемы, которые дальше надо решать. Вот буду этим заниматься. Говорят, что хорошо говорить, это значит хорошо думать вслух. Мы решили все-таки начать этот новый для нас проект. Это была первая лекция телевизионная на абхазском телевидении. Впереди нас ждут интересные лекции на научные и даже политические темы. За лекцию и за интеллигентность самой аудитории я очень благодарна тому, что сегодня здесь произошло. Хочу поблагодарить Олега Алексеевича и пожелать вам всем больших успехов. Спасибо. Успехов вам.